В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Комитет семей воинов Отечества создан по инициативе президента России Владимира Путина. Подразделения организации созданы во всех регионах страны для координации и консолидации усилий в оказании помощи родным участникам СВО и самим бойцам. Наш гость в студии Александр Терновцев, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов. Руководитель проекта КСВО «Право» Александр Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о работе вашей комиссии Общественной палаты Российской Федерации. Комиссия занимается экспертизой законопроектов. По действующему законодательству любой социально значимый законопроект, прежде чем попасть на рассмотрение депутатов, должен пройти так называемую нулевую экспертизу. Нулевая экспертиза проводит Общественная палата. В Общественной палате много комиссий по направлениям. Это и молодежь, ЖКХ, и патриотическое воспитание. И те или иные законопроекты, которые затрагивают права и обязанности наших граждан, проходящие и идущие в Государственную Думу, они прежде должны быть подвергнуты экспертизе Общественной палаты. Общественная палата дает заключение, и по результатам заключения рассылается в регионы. Хочу отметить, регионы дают свою позицию на тот или иной вопрос, и после этого уже целенаправленно заключение попадает в Государственную Думу Российской Федерации. Также расскажите про проект «Комитет семей воинов Отечества «Право». Какие цели и задачи должны быть решены в ходе его реализации? На встрече с президентом России 2 года тому назад Юлия Александровна Белихова предложила создать комитет, который бы объединил в себе семьи наших бойцов. Мамы, жены, сестры. И, соответственно, президент поддержал эту идею, и была создана общественная организация «Комитет семей воинов Отечества». Комитет семей воинов Отечества целенаправленно занимается семьями военнослужащих, занимается в том числе работой с военнослужащими, занимается работой по сбору и доставке гуманитарной помощи, юридической, психологической, духовной помощи. Это всеобъемлющая помощь нашим семьям и нашим бойцам. О каких моментах, наработках в плане взаимодействия с семьями военнослужащих вам бы хотелось бы рассказать? Вы знаете, я скажу так, я возглавляю правовую службу Комитета семей воинов Отечества. Порядка 70% обращений носит правовой характер. Люди задают вопросы, семьи задают вопросы относительно получения социальных гарантий, списания кредитов, прекращения исполнительных производств, приостановления исполнительных производств, получения социальных гарантий, которые предусмотрены на региональном и местном уровне. И благодаря тому, что комитет имеет региональное представительство, у нас всеобъемлющая информация по всей России. И если на федеральном уровне все более или менее понятно, это федеральный закон, либо указ президента, и дальше он транслируется для применения всеми органами власти, то на региональном уровне существуют различные перекосы, различные проблемы. И в этой связи мы занимаемся тем, чтобы выравнивать положение бойцов. Потому что наши бойцы, неважно от статуса, это мобилизованный, это контрактник, либо это доброволец, они сейчас выполняют важную государственную миссию, защищают наши границы, защищают нашу независимость. И поэтому в рамках этого мы и добиваемся того, чтобы законодательство работало и распространялось на всех равномерно. Вот как раз-таки о этих проблемных вопросах, самых уязвимых вопросов, так скажем, да, какие они часто встречаются и на что в регионе должны обратить сильнее внимание? Я скажу так, что по статистике, работая с обращениями, мы обращения делим на сегодняшний день на 22 категории. Вернее, скажу честно, на 22 категории, на 21 категорию плюс одна мы добавили, эта категория рассмотреть после нашей победы. Есть такие вопросы, которые, да, они важны для заявителей, но мы понимаем, что сейчас их будет сложно решить. Давайте дождемся победы и после этого будем их разрешать. А вот эти 21 категории – это вопросы прохождения военной службы, получения социальных выплат, вопросы спорные по квалификации ранений, вопросы по социальным гарантиям. Предположим, военнослужащий заключил контракт, ушел с одного пункта призыва, пункта военкомата, но супруга и дети зарегистрированы в другом регионе. И стоит вопрос, на какие меры поддержки они могут рассчитывать. Потому что, с одной стороны, он проживает в одном регионе, а семья проживает и зарегистрирована в другом регионе. Таких случаев очень много. Либо вопрос получения земельных участков.
Мы знаем, что есть такая программа «Дальневосточный гектар». Сейчас эту программу распространили на участников СВО. Встает вопрос, имеют ли право по этой программе получать преференции жители других регионов. И очень много-много вопросов. Сейчас принят федеральный закон о том, что при заключении контрактов после 1 декабря 2024 года будут списываться кредиты, но при определенных условиях. И сейчас к нам поступают и такие обращения. И обращения, они разнообразные. Порядка 2000 обращений каждый месяц приходят по различным каналам связи. Это и социальные сети, это электронная почта, это официальная почта, это личные звонки руководителям региональных отделений и многие-многие другие каналы. Мы постарались сделать так, чтобы семьям в удобной форме и 24/7 могла быть предоставлена такая помощь. В этой связи мы используем современные технологии, запустили чат-бот, но это не просто бездумная машина, которая дает ответы. Это интегрированная под потребности наших семей машина, которая позволяет установить эффективное взаимодействие между юристами и семьями. Поэтому человек может и сам найти ответ на вопрос. Если он его не нашел, он может оставить сообщение, юрист получит это в личном обращении и уже напрямую будет контактировать с семьями. Мы стараемся, безусловно, сохранять и эти сведения в такой конфиденциальности, потому что не все хотят распространяться, не все хотят свою боль, свое горе, свою ситуацию выносить на общественное обсуждение, либо чтобы об этом кто-то знал. Поэтому в зависимости от обращения, от категории обращения, мы вырабатываем взаимодействие с семьями. Очень много вопросов, и они все разнообразны. Я бы сказал так, что наше даже представление о жизни гораздо скуднее, чем те обращения, которые к нам поступают. Много ситуаций. Люди жили в гражданском браке 20 лет, у них общие дети. Он ушел на СВО, случилось горе, он погиб. Вопрос: является ли она членом семьи супруга, прожившая с ним 20 лет? Не является. По нашему на сегодняшний день законодательству не является. Мы смотрим на то, что депутаты сейчас рассматривают законопроект о том, чтобы можно было гражданский брак в судебном порядке установить фактические брачные отношения. Это бы многие вопросы бы сняло, но породило бы другие вопросы, связанные с тем, что, может быть, у бойца уже есть зарегистрированный брак. То есть очень много нюансов. И в этой связи мы стараемся индивидуально подходить. В нашей юридической службе работают профессиональные адвокаты. Это не юристы без опыта, это не студенты, хотя и те, и другие делают важную работу, но мы подходим более профессионально. Работа поставлена, это адвокат, который имеет богатый юридический опыт, который дорожит своей профессией, который выбрал это как профессию. И они очень тактично, очень грамотно, очень взвешенно подходят к каждому обращению. Каждое обращение, за ним стоит человеческая боль, трагедия, и мы стараемся помочь и юридически, и направить, и дать правильный совет. Во многих случаях этот совет уже перерастает в такую работу психолога, потому что человек рассказывает тебе о своей боли, о своих переживаниях. Есть еще такой критерий, как национальная традиция, ментальность. Это тоже присутствует. Вот возьмем Якутию, возьмем Кавказ наш, там своя ментальность, это тоже нужно учитывать в работе. Поэтому мы исходим из того, что этим должны заниматься только профессионалы. Действительно, огромная работа проделывается, столько же, наверное, еще предстоит. Ну и хотелось бы узнать в целом по визиту в Якутии, что бы вы хотели отметить, возможно, какие-то замечания? Я скажу так, что у Якутии можно поучиться, то, как поставлена организованная работа, то, насколько люди, было проведено Юлией Александровной, и я присутствовал на этих встречах, много встреч на различных уровнях и с членами семей, и с членами депутатского корпуса, «Единой России», общественности, было студенческого сообщества, выезжали в район. Соответственно, мы почувствовали то, что нам показали не картинку, а нам показали реальное состояние. Я вижу, что в Якутии все люди объединены для достижения общей цели. Общая цель – это наша победа. Ну что ж, Александр Валерьевич, спасибо вам большое, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Спасибо. Но я отмечу, что в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.